Салафизм и нетрадиционные религиозные течения обсудили сегодня в Алматы. Представители Духовного управления мусульман, историки, религиоведы и гости из Ирана обменивались мнениями и делились опытом. Появление в Казахстане, в Актюбе в частности, радикально настроенной молодежи некоторые спикеры объясняют нашествием псевдорелигиозных учений из Ближнего Востока в конце 90-х, начале 2000-х годов. Напомню, по данным ДКНБ Актюбинской области, в регионе насчитывается более 1500 салафитов, из них 90 являются потенциальными джихадистами. Некоторые общественные, либо под культурным центром разных национальностей ближневосточных стран, они здесь открывали свои курсы, свои учебные заведения и обучали наших граждан. В Духовном управлении мусульман отметили, что основным оружием против радикалов может стать патриотическое воспитание. Наряду с религией молодежи необходимо прививать любовь к родине, рассказывать об истории своего народа и, конечно, традициях, которые напрямую связаны с исламом и учениями пророка. А вот религиозные деятели Ирана рассказывают, что в их стране экстремистских течений нет. В нашей стране молодежь получает очень много информации о религии. Наши власти применяют жесткие меры как для предотвращения, так и для наказания террористических явлений, вплоть до смертной казни. Может быть, поэтому экстремистских группировок у нас нет.